У-ху! Я снова в этом лесу, в городке Меридиан, что в штате Миссисипи. Спустя 2 недели. Вот здесь гулял, я ходил по видео. Вы помните, это совсем недавно было. Вот. Такие классные места я всегда на карте отмечаю. Там, где есть природа, можно трак паркануть, если что, оставить, переночевать спокойно. Вот, потому что такие места как бы на вес золота, и, конечно, надо их отмечать всегда. Вот, чтобы мимо, если проезжаешь, уже не паришься, ничего не ищешь, знаешь, что 100% там можно тормознуться, переночевать, погулять есть где, это обязательно. То есть наличие вот хорошей стоянки, это там, где есть погулять по природе. Тут идеальное место. Трак можно паркануть рядом тут. Вот. Что, сегодня 11 мая. Я ровно месяц без отдыха работаю, как 11-го. Попрощался с детьми. Так вот, все, месяц работаю. Честно говоря, подустал. Подустал даже не от самой работы, наверное. Меня вот эта последняя неделя выкосила. Потому что я без груза сидел под Вашингтон, под городом Вашингтон. Вот так вот, без груза. Не могли найти груз мне, короче. Неделю сидел, у меня такого никогда не было. И, конечно, вот это сидение, ожидание, оно подкосило. И прям у меня сейчас сил нет. Вообще еле-еле. Прям нету стимула ехать. Едешь, вот так мили тяжело даются. Какая-то усталость, домой надо. Просто у меня по планам я хотел до июня поработать. То есть 2 месяца практически без отдыха. Но там взять 2 недели сразу. Вот такие выходные 2-недельные. Вот не знаю, хватит ли меня на еще там 3 недели практически. Тяжеловато что-то пока, честно говоря, идет. Вот, ну, может, нормально восстановлюсь. Просто форму потерял. Вот, когда вот не люблю, вот этот режим хороший идет, а потом бах, прекращается, да. Ну, вот в данном случае грузы идут, мили хорошие, а потом бах, и ничего нету, и сидишь, блин. И это вообще из колеи выбивает. Очень из колеи выбивает. Может, сейчас воздухом. Лес уже другой стал. Еще попушистее он немного стал. Такие зелени побольше. Буквально 2 недельки прошло. Запахи другие пошли. Там такой еще весенний был. Сейчас уже тоже что-то цветет. Да, и у меня еще укусы с прошлого раза, когда я здесь гулял по лесу, не прошли. Они чесались, это меня закусали такие какие-то маленькие клещи, чидеры называют здесь. Чидеры, их вообще не видно. Они кусают, вот, впиваются где-то там. И что делают, я не знаю. Чидеры называются. Вот, и потом укусы от них реально там месяц могут чесаться. Такие волдыри огромные появляются. Вот меня закусали в прошлый раз, я ходил, там, обнимался с кустами. Сейчас я не буду обниматься с кустами, мне хватило. Я, короче, тут в район такой заехал, где предположительно думал паркануться. И здесь просто гетто, тут черный район. Я еще ни одного белого человека здесь не увидел. Что-то мне здесь, честно, думаю, машину оставлять очково. Пожалуй, не буду этого делать. Надо искать другие места. Так, ну все, парканулся возле парка здесь. Вроде нету никаких табличек, что тут нельзя стоять. Вот, ну, главное, на погулять мне хватит. В любом случае. Новый Орлеан тяжелый город в плане парковки. Он потому что ограниченный у него размер. Вот, и густонаселенный из-за этого. Потому что тут Миссисипи, Мексиканский залив, болото со всех сторон. Типа Майами, короче. Вот из-за этого тяжело найти паркинг. Так вот. Прикольный город. Такие улочки интересные. Все-таки старый Орландо. Ой, Орландо говорю, Орлеан. Авалончик. Ну, какая красота там. Блин, мне этот город уже начинает нравиться. Такие улочки, офигеть.
Ух ты, какие там балкончики, как во Франции. Блин, короче, я об Орлеане ничего не знаю. Орлеан, что, ну, какие достопримечательности, как бы, сейчас буду смотреть на ходу. Вот, но я знаю, одно место здесь есть, вот, куда я точно, где я хочу побывать. Вот, и сейчас я туда иду. Оно недалеко отсюда. Все стены вообще зарисованные, но это какой-то шарм придает городу. Какой-то живой город. Офигенно вообще. Людей столько. Редко в американских городах вот такого увидишь. Очень редко. Не во многих городах. Блин, ну не прелесть же, а? Ну красота, как в Европе. Европа с американскими тачками. Блин, город офигительный. Я еще в таком районе парканулся гулятельным, оказывается. Я там гетто проехал немножко дальше, и уже нормальные места начались. Гулябельные. Then work our way up, okay? We're gonna start off light and work our way up. Keep this in mind, ladies and gentlemen. This is not your show. These are just warm-ups, okay? Coming up first, all the way from the Philippines. He just escaped from the Filipino prison. He's gonna perform. So sweet, sweet and mellow. Honey, I love it. I love it. Listen to the party people right now. А вот и Миссисипи. Здесь она уже... Нет, еще не солененькая. Тут уже впадает она в мексиканский. Ее конец фактически. Красота. Вон там огромный лайнер выворачивается. Что-то я подозреваю, что Новый Орлеан станет лучшим городом Америки, ну, по моему мнению. По моему гулятельному мнению, в тех городах, в которых я был пока. Я, конечно, еще тоже много где не был, но пока Орлеан мне очень нравится. Сейчас еще вечер будет впереди. Вот как раз те улицы, где я гулял, вечером много народу будет, рестораны, бары. Там все кишит будет людьми. И поэтому, я думаю, будет очень круто. Классно гулять по городу, когда есть наушники с офигительным шумоподавлением. Включаешь так легонько ambient, ходишь и наслаждаешься городом.
без наушников, конечно, тяжело. Шумно очень, дороги. А так город становится вполне приемлемым, если заглушить вот эти звуки дороги. О, а это прям мечеть какая-нибудь в Самарканде. Таких зданий столько много интересных. Это вообще квадрат такой ровный. Ого, весь дом заросший. Офигеть, классно. По этой улице везде исторические здания. Вот это 1857 года. И вот вся улица такая вот. Практически везде. Через каждый дом. А это тот самый дом престарелых из фильма «Бенджамин Баттон». Там, где он вырос, ну, в сценарии фильма вырос. Вот. Блин, просто для меня этот фильм, он наравне с Форестом Гампом, то есть один из лучших, наверное, в десятке лучших фильмов, по моему мнению, да. И для меня это просто знаковое место. Я просто в Орлеан, в принципе, ради него приехал. Круто, круто. Фильм реально крутой, посмотрите, кто не смотрел. Лично меня он как бы трогает прям за душу, до слез. Вот, а если это так, то это шедевр. Блин, шикарный город. Вообще, я прям влюбляюсь, даже сказал, влюбился уже. Город офигенный. Вот эти вот старые улочки, это что-то. Такого нигде в США не увидишь. Вот эти вот старые вот дома, вот эти шикарные замки такие. И это все реально по 150 лет им, если не больше. Там 200, 150. Все такое старое. Это очень круто. Блин, я кайфую. Я кайфую. Такого в Америке нигде не увидишь. Потому что в основном американские города, они как бы стандартные. А вот такое очень редко. Поэтому это ценится и очень классно. Да, и еще очень много черных, ну, в Новом Орлеане. Ну, соответственно, по всей Миссисипи, потому что Новый Орлеан, в принципе, был таким портом, куда вот, как сказать, распределительный центр работорговли. Вот, и вот сюда привозили рабов, и вверх по Миссисипи их уже на места работы отправляли. И поэтому по всей Миссисипи, в принципе, вот города, которые есть, там Мемфис, там Канзас, ну и так далее, там очень много черного населения исторически. То есть они вот как на плантациях там работали, так и остались. Вот это классная особенность столбов местных. С бусами все обернуто. Да, дома здесь, конечно, величавые.
Мне нравится такая старина, вот когда вот что-то такое немножко подразвалено, видно, что старое, да? Но при том это не брошенное, тут живут люди. И вот такая, можно сказать, даже искусственно состаривают так. Но это, конечно, не искусственно состарено, просто реставрации не делали здесь. Но люди живут. Вот бусы везде. Прикол такой местный. И притом очень уютно на этих улочках, вот тем, что они небольшие, огромные деревья вокруг закрывают дорогу. Дома даже не видно из-за них иногда. А вот его это очень уютно. Наверное, классно вырасти в таком дворе, детство провести. Как-то все по-домашнему уютненько. Капец, тут хата у кого-то под мостом. Круто. Ой, хорошо. Гуляю, блин. Офигенно. Город реально нравится. Сейчас вот в даунтауне здесь таком. Солнышко чуть-чуть проглядывается и прям так хорошо стало. Ой. Круто. Капец, колоритный город, конечно. Здесь вот гуляю по Арбату местному, блин. Вообще, я такого пестрого разнообразия народа еще не видел. Все такие разные. На балконах люди тут стоят. Ну красота же вообще. Реально очень красиво. Красивая улица. Пестрая, интересная. Тут особенность вот это Орлеана. Это вот эти огоньки светящиеся. Это настоящий огонь. Это не пародия, и везде так. Класс. Я взял винишко, гуляю сейчас. Закат уже был. Пойду на речку. На речку пойду. Ветер теплый, тепло тут хорошо. Могучая Миссисипи, великая река. Так приятно прийти к берегу после вот шумного города, шумных вот этих Арбатов музыкальных. Приходишь и такой свежий бриз, влажный, с Мексиканского залива. Кайф. Миссисипи, Миссисипи. А я с Волги. Вот тоже великая река. Была когда-то, по крайней мере. А сейчас это каскад озер. ГЭСов понастроили. На Миссисипи, конечно, тоже есть, но они не такие глобальные, не так сильно меняют ландшафт.
и экосистему. А волжские ГЭСы, они очень много чего затопили. Ну ладно. Будем наслаждаться данным моментом сейчас. Кайфую. Какая красота. Арбат. Набережная здесь красивая. Город. А теперь я знаю, почему это лучший город в Америке для меня. Потому что он на большой реке. Я же речной пацан. Вырос на большой реке. Вот для меня большая река — это огромное преимущество для города. Я не мыслю жизни без большой реки, без большой воды. Но в данном случае большая река. Все-таки пресноводный я ведь, не морской. Хожу, кайфую. Чувак отдыхает. Чуваку хорошо. Здесь вообще хорошо бомжевать вот на югах, вот во Флориде, Орлеане. Тепло, лежи хоть где, блин, вообще, упади, неважно где. Вот. Спи, не замерзнешь. Кайф просто. Как не бомжевать в таких условиях? Бомжуй. В Америке с голоду умереть, это вообще надо быть, я не знаю кем, каким-нибудь овощем, наверное, только. Тут с голоду не умрешь, блин. Выживешь, короче. Вот, поэтому благодать. Сейчас экскурсоводов вечером вообще много прям. Прям группа очень дофига. Сколько народу? Очень много групп. Видимо, сейчас спокойно, можно гулять. Народу немного, как раз все слышно, что он говорит. И вот сейчас их время здесь по Орлеану. Город, короче, кайфовый. Блин, я кайфанул. Реально такой своеобразный, старый, со своей изюминкой. Вот это все видно. Похожего города, я думаю, не найти в США. Именно. Вот какая-то смесь всего вообще. Смесь и Европы, и Америки, да, и чернокожей культуры. Вообще офигенский просто. Реально очень шикарно. Мне нравится. А самое главное, конечно, то, что он на большой реке. Большая река делает свое дело. Фига, здесь сколько групп. Буквально рядами. Вот это вся большая очередь. Это все группа. Офигеть. Что поделать? Город исторический, вот и групп много. Тут про каждый дом можно рассказывать, это стопудово. В каждом доме это история, поколение. Блин, ну что за красота здесь цветет, а? Ну, я первый раз такое вижу. Настолько красиво, какие-то пампушки сверху еще. Ну, это чудеса просто.
пахнет так вкусно, как сиренью. О, это чудеса. На следующий день я выехал за город погулять по болотам местным, искать крокодилов. Посмотрим, что найдем. Крокодилов, черепах, анаконд. Что тут есть? Это все, по сути, дельта Миссисипи сейчас идет. Вот, она такая огромная, как Волжская. Вот поэтому здесь болото уже все. Я тут вначале с карты думал, может, лес, тропинка есть. Но вот тропинка есть деревянная. Длинная, построенная. Не лень ведь людям было в болотах вот так вот тропинки строить. Сейчас дождик накрапывает так хорошо. Температура сразу становится прохладнее и влажность по ощущениям поменьше. За счет дождя, не знаю, короче, тут влажность, капец, очень высокая, 90% сейчас. Это очень тяжело мне из-за этого. Все время хочется в душ пойти. Потому что вот липкий такой, весь становишься липкий. Даже когда на машине ездишь, такую влажность, руку высовываешь из окна, и потом рука как будто бы мокрая. То есть настолько влажно. Ужас. Единственное отличие, то что на Волге такие суда, конечно, не ходят морского типа. Морского, океанского типа. Только река, море, так, это максимум. Низкие. Потому что нету связи Волги с Мировым океаном, попадает в Каспийское. Ну, как бы есть через каналы, но каналы не рассчитаны на такие большие суда. Там река, море. Херня вышла, блин. Чё я? Сегодня вторник, 2 дня простой на этой неделе сейчас было. Вот, нашли груз на Висконсин, завтра утром гружусь. Я сейчас стою в городке Батон-Руж. Это на Миссисипи, вот река. Тут недалеко от Нового Орлеана, чуть-чуть недалеко отъехал. Вот. А я вспомнил, вот где-то какую-то документалку видел, что вот эти места как раз в Луизиане, вот Батон-Руж, Лафайет, по Миссисипи реке очень загрязненная. Здесь очень много химических производств. Вот я только на карте посмотрел, думаю, нифига тут. Я вспомнил, да, вон какое-то химическое производство какое-то. А они по побережью все идут вот так вот. Потому что такой транспортный узел здесь, ну, все по реке удобно возить. Вот, и он очень загрязнено здесь. Я не знаю, чуть ли не одно из самых загрязненных мест в мире, но в США точно. Вот из-за наличия такого большого количества химического производства. Сейчас гуляю, вышел. Представляю, конечно, здесь какая вода грязная. Купаться я в ней, конечно, не буду.
Да даже если она химически не загрязненная, она все равно вся мутная в Миссисипи. Много взвешенных частиц в ней, и купаться как бы неохота. После нее надо обязательно душ принимать. А тут ежевики, кусты, прям весь берег засеян. Кисленькая. Дикая. Вот здесь НПЗшка находится. Вон здесь бенз заливают в цистерны бензовозом. Да, вон трубы идут, вот тут уже на танкеры все грузят. А вот тут видно на другом берегу тоже НПЗшки, всякие химпроизводства. Это так сплошь всего берега. Я не знаю, каково здесь вот рядом жить. Вот там буквально лесочек, и там дома уже. И так близко жить от НПЗшки, ну это, конечно, жесть. Я один хожу здесь, гуляю, как дурак, блин. Внюхиваю запахи НПЗшки, как раз ветер оттуда сейчас идет. Ладно, я ж тут не живу, хотя бы чуть-чуть похожу. Просто тут гулять негде, где я встал. Тут вот тропинка вдоль набережной идет. Больше негде тут гулять. Я вот до сих пор, говорю, удивляюсь. Вот к таким объектам на расстояние выстрела не подойдешь. Везде охрана. Здесь как бы вот тоже будка есть, но там никого нет. Это просто, чтобы никто не лазил туда. То есть, говорю, в России такие объекты там вообще охраняют. Там только увидят тебя на горизонте, там сразу предупреждение будет. Здесь все нормально. С другой стороны, эту химическую промышленность никуда не деть. Реалии современности, что? В будущем когда-то, может быть. Но где вот их размещать? Где-то же надо их размещать, где-то недалеко все равно от людей, от рабочих мест, чтобы люди приезжали. Кому-то приходится страдать. Вот, луизианцы местные здесь страдают. Может, и кайфуют, наоборот, такие говорят, блин, а что тут, рабочие места есть, потому что так-то здесь захолустье вообще. Вот, а тут рабочие места, может быть, я думаю, не меньше половины все равно рады, наверное, что здесь есть хоть какие-то рабочие места. Людям-то что надо? Чтобы деньги зарабатывать, и все это было рядом. А все остальное, это уж побочные эффекты. Вот этот газ вот лишний, да, вот выходит, который сгорает. Вот интересно, вот его же можно использовать, поставить какую-нибудь водонагревающую станцию. Просто так в атмосферу сгорает. Сжигает кислород при том еще. Вот реально, это же все можно использовать во благо. Правда, тут Луизиана, тепла хватает, обогревать ничего не надо. Фига себе, это что такое летит? А, это 3 самолета. Вначале показалось, что один эскадрон. Да, красавчики. Класс. Ого, они петлю делают. Мертвая петля. Офигеть. Красота. Вот это да. Офигеть. Никогда не видел мертвую петлю вживую. Как они там исполняют вообще. Петля за петлей.
Такое авиашоу здесь спонтанное. Полетел он еще. Красавчик. Да, аж захватывает дух. Вау. Офигеть, они спиральку там сделали. Я побегаю тоже. Кайф. Закат уже прошел. На сумерках самое то бегать. Я сейчас уехал на север, в Висконсине, и здесь другая стадия весны. Сиренью так пахнет. Кайф. Приехал на разгрузку, завтра утром буду разгружаться. Пока гуляю, шаги нахаживаю. Так, что, сегодня 17 мая. Я в прекрасном городочке под названием Мэдисон, что в Висконсине. Вот, по обычаю я остался снова без груза на выходные, но хоть в интересном месте. Я посмотрел, тут вообще классные места. И к тому же, я сейчас вот в Мэдисон приехал. Сегодня рейв, транс-музыка приезжает, Cosmic Gate. Блин, это совпадение классное, 100% надо пойти. Вот, я даже с Милуоки, стоял под Милуоки, 60 миль сюда проехал. Что там 60 миль ради Cosmic Gate, блин? Офигенно. А городок Мэдисон, он, кстати, еще чем известен? Он родина велосипеда Трек бренда. Велосипеда Трек, вот там, если посмотреть, там написано Мэдисон, там внизу значок. Просто Трек — это мой первый велосипед. У меня первый велосипед был Трек 820. Вот, поэтому для меня знаменательный такой город. Вот. Буду здесь гулять и завтра, наверное, здесь останусь. Вот. А сейчас на рейв. Сейчас гуляю. Тут такой закатик шикарный. Сейчас к озеру иду, покажу там. Просто бомба. Здесь маячок такой. Ох, красота. Это озеро Мендота называется. А с другой стороны там озеро Мононо. Блин, капец, у меня этот пластырь вообще. Кота вдарили мне сюда. Так выглядит. Вот. А так вообще городок студенческий, такой кайфовый. Вот. Я хочу завтра еще здесь остаться, погулять. Времени у меня много. Гуляю еще. Сейчас иду на рейв. Целенаправленно. Времени особо нету. Еще покушать надо. По традиции перед рейвом я люблю покушать фо. Ну, это в вьетнамском ресторане. Супчик. Грубо говоря, супчик с лапшой из говядины. Как здесь приятно все. Куда ни посмотришь, такие дома все ухоженные, так все миленько.
Ну, очень крутой город, очень крутой городок. Прям в таком городе хочется жить. Все дружелюбные, приветливые. Все зелено, сирень везде. Красота.
короче, закончилась туса космики. Отыграли вообще офигенно. Все было прям круто, мне понравилось. Вот. 2 часа ночи. Время домой топать. Домой еще 2,5 мили до трака, в смысле. Капец, блин. Блин, классно было. На космиках я, получается, это второй раз был. Первый раз был 2 года назад ровно почти. В Орландо. И вот сейчас второй раз. Ну, классно, классно. Сейчас у них там второй альбом уже, Chapter 2, по-моему, выходит. Мозаик. Вторая часть. Вот они сейчас в поддержку этого альбома. А еще ATB по Америке сейчас тоже катается. И, блин, по моему пути. Вот он сегодня, по-моему, в Новом Орлеане был. А в Новом Орлеане я неделю назад был. А потом он в Сент-Луис. Ну и потом так по городам будет, я не знаю, попаду ли я на него, нет. Ну, блин, очень хочу. Для меня ATB, вот я тоже на нем был в Орландо. Это, блин, очень офигенный сет он сыграл. Блин, охрененно. Мне очень понравилось. Я не ожидал, кстати. Я думал, как-то так будет. А на самом деле лучший, наверное, рейв тогда был у меня на ATB. Посмотрим. Надеюсь, попаду еще на него. И клуб мне здесь, кстати, понравился очень. Прям такой же, как город, вот в таком же стиле, настроении. Очень вежливый персонал. Вот фейс-контроль на входе. Они все объяснили, спросили, первый раз здесь или нет. Если нет, то говорят, что кто в какое время играет, какие диджеи, хедлайнеры будут в 12 станут. Блин, эта информация очень важная, потому что вот в Орландо, например, в клубе Vanguard, в который я хожу, да, ну в который привозы часто хороших диджеев бывают, там вообще не знаешь, во сколько они могут встать. И реально встают очень поздно иногда, в час ночи могут встать хедлайнеры. А ты уже задолбанный, в час ночи уже устал, блин. Поздно очень встают, а здесь как-то нормально. Еще объясняют. Класс. Ну что, сегодня суббота, уже вечер. Сегодня весь день в траке валялся. Отсыпался, отлеживался после ночи вчерашней. Вот, иду гулять в город снова, в Мэдисон. Погуляю, город классный, надо по нему побольше погулять. А завтра в Милуоки поеду. Вот, и сейчас будем гулять, смотреть. Погода 30-ка, жара, но ветерок есть, обдувает. Кстати, пока не забыл сказать, подписывайтесь на меня в Страве, там все вот мои погуляшки все есть, я все тречу на часы, вот, там все есть, кому интересно, Страву, там меня по моему имени можно найти без проблем, так что welcome.
А вот и Капитолий здесь. Капитолий штата Висконсин. Соответственно, административная столица. Город Мэдисон. Административная столица штата. Сейчас время выпускных, все фоткаются. Все красивые, нарядные. Честно, я такого велосипедного города в США еще не видел, как этот Мэдисон. Ну, по сути, это студенческий город, да, но все равно здесь, мне кажется, ну, если не самый велосипедный город, но, блин, тут велосипедов на душу населения очень много. В каждом дворе, возле каждого дома стоит велик. Это вообще круто. Очень классно. Прям как, ну, Европа, кажется, как будто это Европа вообще, а не Америка, потому что это так нетипично абсолютно для Америки. Вот вчера в клуб сходил, блин, вот все классно, но как-то одному уже неинтересно, не знаю, хочется с компанией уже, ну, видимо, я переработал уже с водителем, все время один, хочется реально компании просто посидеть, там, выпить что-нибудь, да, в одну харю пить вообще неинтересно уже. Там, не расслабляет как-то ничего. Хочется пообщаться в приятной компании. По сути, такого уже не было очень долго. Наверное, как мы эмигрировали, да, вот с тех пор вот мы, по сути, без друзей, без такой компании, как вот там, например, в родном городе, да. Ну, тяжело, конечно, миграция — это тяжелая вещь. Но как-то уже привыкли, нормально. Вот. Но, конечно, вот этого не хватает, такое общения, компании, приятных, не просто, как бы, не просто лишь бы с кем, да, лишь бы какая компания, а именно единомышленников, каких-то друзей. Их среди русскоязычного-то в России-то тяжело найти таких людей, ну, мне, по крайней мере, с которыми мне будет легко, интересно, которые люди мне будут сами интересны. А здесь это вообще в разы это все сложнее, потому что русскоговорящих, как бы, ну, они есть, но еще среди них найти таких людей это очень тяжело. Это иголка в стогу сена, наверное. Ну, может, не так, конечно, но все равно тяжело. Тот самый момент, когда велосипед стоит дороже, чем машина.
Все, я приехал в Милуоки к берегу озера Мичиган. Оно чувствуется холодное, потому что здесь сейчас вот прям свежо, прохладно, так, хоть несмотря на то, что солнце печет, возле озера прям кайфово. Сейчас буду гулять, там на пляж пойду, купаться не знаю, буду, нет. Охота, конечно. Но ветерок такой свежий, ну, посмотрим. Вот в сам город идти не хочу, не буду. Вот, буду на пляже здесь тусоваться на берегу. На горизонте еле-еле видна возвышенность. Сейчас, не знаю, попробую показать. Это уже штат Мичиган. Ну видно вот, да. И до нее где-то 120 миль. До этой возвышенности, до того берега. Я думал, не будет видно ничего. Я, видимо, изнежился теплым Флоридским океаном. Вот в холодную воду вообще залезать неохота. Вот тут еще ветерок с озера такой прохладный. Вообще не хочу. Думал, искупаюсь, но, блин, что-то неохота. Тут еще вода такая грязноватая. Тут порт недалеко. Если подальше отойти, посмотрим. Выросли так вообще. Чего, нормально все? Да. Я почти все. Осторожно только. Да, ну все, я приехал в Дайтону. Вот, с Алабамы груз. В Орландо был, я все, выходные уже почти 2 месяца, 1,5 месяца без отдыха работал, устал вообще капец. Теперь буду недели 2 отдыхать, кайф. Кайф.